От чего толстеют и чем опасно ожирение не для взрослых, уже и для детей? Поговорим сегодня об этом в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Олег Малиевский, профессор кафедры госпитальной педиатрии Башгосмедуниверситета, главный детский эндокринолог Приволжского федерального округа. Олег Артурович, здравствуйте. Сегодня мы с вами обозначили тему, которая, казалось бы, не на поверхности, однако, может быть, мы не знаем просто статистических данных. Детское ожирение. Неужели оно имеет свойство быть? Ожирение у детей есть. Это проблема, которая вышла из ряда медицинских, приобрела государственное значение, потому что сейчас мы имеем дело с эпидемией ожирения не только у детей, но и у взрослых. Буквально в последние годы мы провели эпидемиологическое исследование детей и подростков, которое показало, что 10% детей уже имеют значимое ожирение, и плюс к этому еще 15% имеют избыточную массу тела. То есть еще не такой критичный набор веса, чтобы говорить про ожирение, но это уже очередной шаг к следующей ступеньке, к ожирению. То есть фактически каждый четвертый ребенок у нас в республике имеет в той или иной степени избыточную массу тела. Олег Артурович, мы привыкли к проблеме ожирения у взрослых, о детях, как правило, уже не говорим. Но вот именно сейчас, в какой момент родителям стоит забить тревогу? Стоит бить тревогу уже сразу, как только понятно, что у ребенка избыточный вес. Причем оценить массу тела может любой родитель, даже школьник. Для этого достаточно в интернет, в любом браузере набрать поисковую команду онлайн-калькулятор «Индекс массы тела дети». Там необходимо только указать возраст, пол ребенка, указать рост и вес, и программа онлайн-калькулятор сразу автоматически все посчитает и выдаст вам информацию. Масса тела у ребенка нормальная, избыточная, или у ребенка уже ожирение. И сам факт уже даже не только ожирения, но и избыточной массы тела, это уже повод обратиться к эндокринологу для коррекции питания, физической активности, ну и для получения рекомендаций по нормализации массы тела. Ну вот навскидку скажите, если, например, рост у ребенка 140, допустим, какой вес у него должен быть? Или таких критериев не существует? У детей нет таких формул, как у взрослых, рост минус 100, и вот мы получаем долженствующую массу. Но для среднего ребенка с ростом 1,40 м оптимальный вес 35 килограмм. От чего происходит? Почему есть детское ожирение? Каковы его причины? Что с этим делать? На самом деле причин для детского ожирения очень много. Одна из основных причин – это значительное снижение физической активности ребенка. Обычно прием я всегда родителям предлагаю посмотреть в смартфоне ребенка такую опцию, как экранное время. И даже те родители, которые понимают, что ребенок очень много времени проводит в смартфоне, даже родители шокированы теми цифрами, которые они видят в смартфоне у ребенка. Я еще не видел ни одного ребенка, у которого экранное время было бы менее 3-4 часов. Это при том, что смартфонами детям в школе пользоваться запрещают. То есть фактически ребенок во внешкольное время такое огромное количество проводит в смартфоне. И в первую очередь это происходит за счет сокращения физической активности. Вот. Следующая причина – это, конечно, неправильное питание. Это очень быстрое распространение системы фастфудов. И однажды я по радио услышал такую фразу, которая мне очень понравилась, и которая очень четко характеризует питание нынешних школьников. Все, что доставляет удовольствие в еде, ведет к ожирению. Вот на сегодняшний день самые красивые продукты, самая красивая упаковка и самые вкусные продукты, они, к сожалению, высококалорийные. Калорийные они за счет сахара и за счет жиров. Это два основных компонента пищи, которые приводят к избыточному весу. Вот как сформировать здоровые привычки у ребенка? В каком возрасте это нужно начинать делать? Ну, согласитесь, мы и сами недалеко любители брокколи и цветной капусты. Не всегда. Смотрите, в любом случае уже поздно. Какую бы семью мы с ребенком с ожирением не взяли, в этой семье, как правило, один или чаще всего оба родителя имеют избыточный вес. То есть в этой семье уже из поколения в поколение передавался неправильные стереотипы питания.
это большое потребление сладостей, мучного и жирных. Поэтому, какую бы сумму ни взяли, поезд везде ушел. Поэтому говорить нужно не о питании ребенка, а об изменении стереотипа питания всей семьи. И сделать это очень сложно, потому что, повторюсь еще раз, стереотипы питания в каждой семье передаются из поколения в поколение. Если родители ставят вопрос перед врачом, как мне кормить ребенка, эта ситуация заведомо проигрышная, потому что либо меняется питание всей семьи, либо проблему питания ребенка обсуждать бесполезно. Ребенок, пока он в доподростковом возрасте, его все устраивает в питании, его устраивает большое количество сладостей, вкусной пищи. И ребенку до 12-13 лет бесполезно говорить что-то о фигуре, необходимости правильного питания. Это вот когда ребенку исполняется 14-15 лет, когда происходит подростковый период, конечно, у ребенка появляется более критичное отношение к своей фигуре, но здесь уже предпринять что-то более сложно, чем когда ребенку 5-8 лет, и он еще полностью зависит от питания, которое предлагается ему в семье. Вот смотрите, сейчас в корне меняется именно система питания. Мы всегда думали, что хлеб это должен быть на столе номер один, но многие нутрициологи, специалисты, диетологи сейчас уже говорят о том, что не всегда и вообще лучше, если хлеба не будет. Про картофель ровно то же самое. Вот тогда как питаться сейчас? Вот я вам задаю вопрос, наверное, как к специалисту, как человек, у которого очень богатая научная база. И вот вы сейчас ответьте мне на этот вопрос, я думаю, что у многих телезрителей возникает такой вопрос. Так где же правда, где истина? Нужно есть хлеб или нет? Что делать с картофелем и так далее? Что есть? Ну, смотрите, нельзя винить семьи в том, что хлеб и картошка заняли такое огромное место в нашем рационе питания. Давайте вспомним военные, послевоенные годы, где это было, в общем, основное средство для питания. И это все формировалось десятилетиями. Поэтому еще раз обращаю внимание, что изменить стереотипы питания в семьях очень сложно. Масса научно-познавательной литературы, в средствах массовой информации, в интернете, которые посвящены здоровому питанию. Все виды мяса, натуральные молочные продукты, овощи, фрукты, ну из мучного, конечно, там цельнозерновые продукты или выпечка ржаной муки. Это все, в принципе, относится к здоровому питанию, и все это должно быть, конечно, на нашем столе. Соки, газировки, пюре всевозможные. Это все относится к так называемым рафинированным углеводам. Это сахар, сахаросодержащие продукты, в результате которых в организм поступает одномоментно огромное количество калорий. А с калориями в организме так, либо они тратятся на физическую нагрузку, либо они превращаются в жиры. По-другому калории никуда деться не могут. И когда мы потребляем сладости, то есть так называемые быстрые углеводы, и отсутствует физическая нагрузка в непосредственные последующие 1-2 часа, то все эти калории превращаются в жиры. Поэтому быстрые углеводы, сахар, сахаросодержащие продукты, они должны быть максимально ограничены, исключены из рациона питания. Но обычно я родителям говорю так: диету нарушают все, не только пациенты с лишним весом, даже наши пациенты с диабетом. Важно правильно нарушать диету. Вот нарушать диету можно перед физической нагрузкой. Тогда, сколько бы вы сладкого не съели, в мышцах все это сгорит, и это не превратится в жиры. И ребенок, с одной стороны, получит удовольствие от сладостей, и это не отразится на его фигуре. Олег Артурович, а вот если говорить о последствиях именно детского ожирения, расскажите, каковы они? Что может быть? Вы знаете, коварство детского ожирения, то, что последствия детского ожирения, они воочию не видны. Это когда мы имеем дело со взрослыми пациентами, там мы понимаем, взрослый человек с избыточным весом, с ожирением, это потенциальный кандидат в сахарный диабет, гипертонию, инфаркты, инсульты и масса других тяжелых заболеваний, которые во многом влияют на преждевременную смертность нашего населения. А если мы посмотрим на ребенка с ожирением, то они производят впечатление не просто здорового ребенка, а впечатление ребенка, пышущего здоровьем. Они розовощеки, они активны, у них хорошее настроение.
они подвижные, и у родителей даже не возникает мысли о том, что детское ожирение может в чем-то аукнуться пациенту. Но основы вот всего того, что у пациента взрослого с ожирением разовьется, диабет, гипертония, сосудистые заболевания, эти все заболевания, они закладываются уже в детском возрасте. Давайте подведем итог нашему интервью и скажем вот буквально по пунктам эти несколько советов, которым нужно следовать и для того, чтобы избежать, ну, если не только взрослого, но и детского ожирения, и взрослого. Ну, опять же, хочу привести в пример фразу, слышанную по радио в одном из каналов. Если хочешь прожить на несколько лет подольше, эти несколько лет ты должен провести в спортзале. Вот это вот более чем на 100% относится ко всем пациентам с ожирением, будь то ребенок или взрослый. Поэтому на первом месте я бы поставил, конечно, физические нагрузки. Тем более, что мы уже в течение нескольких лет проводим генетические исследования при детском ожирении. У разных детей разный обмен веществ. Кому-то требуется ограничение углеводов, кому-то требуется ограничение жиров. Но что показывают генетические исследования у всех без исключения детей с ожирением, это необходимость интенсивных физических нагрузок. Это не прогулки по парку, это не покататься на велосипеде по двору. Это интенсивные физические нагрузки, во время которых у ребенка появляется одышка, сердцебиение, ощущение жара. То есть на первом месте в борьбе с ожирением стоит, я бы даже сказал, на первое место я бы поставил даже не столько правильное питание, сколько интенсивные физические нагрузки. И основной момент, это один из основных моментов, это, конечно, питание. Питание позволяет не набирать вес, прекратить вот этот бесконечный набор массы тела, когда ребенок за год набирает по 10 килограмм, но реально снизить массу тела до долженствующих показателей поможет только одновременно и правильное питание, и интенсивная физическая активность. Причем не только, наверное, ребенка, это еще и второй главный совет, но и всей семьи. Конечно, ребенка до подросткового возраста, 8-10 лет, выгнать на улицу, заниматься спортом невозможно. Более того, и даже касается этих подростков, я в свое время достаточно регулярно ходил в фитнес-центр. Так вот, тех родителей, которые покупают фитнес-карты для детей, отправляют их в фитнес в надежде на то, что они там вкалывают. Обратите внимание, большое количество подростков пользуются фитнес-центром как просто зоной бесплатного Wi-Fi. Поэтому даже в какой бы элитный фитнес вы не купили ребенку членскую карту, не факт, что он там занимается физической нагрузкой. Поэтому, конечно, в идеале это физические нагрузки всей семьей. Олег Артурович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, дали такие полезные советы. Надеюсь, нашим зрителям они пригодятся. Спасибо вам за внимание к нашим проблемам. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.